Я 25 лет в газетчиках. Ну, я в курсе. Обо всем уже написано миллион раз. Буркин, Да. у тебя лишнего трупа нет? Нет. На пол полосы, Да нет у меня ничего. Ежеминутно нашу планету покидает 40 человек. Ого. К счастью. Я думаю, что парочка по-любому найдется для нас. Витя. Ты ангел. Ну, Петрович, я не знаю, с таким настроением тебе тогда надо ожидать сошествия Господа Бога на землю. Это тебя устроит? Новость. Описана 2000 лет назад. Она, простите, этническая брюнетка. Ну, вы понимаете, о чем я вам говорю? Золото партии – это не шутки. Что с вами? Вам плохо? Есть первая полоса. Что ты засел там? Что ты засел? Ты же оставил все дела. Жизнь, даже с решеткой. Прав! Да? Смерть так смерть. Кот с решеткой. 10. До свидания. Он сдастся! Первым потерпи! Стой! Иди сюда! Мальчик совершил ошибку, потому что был расстроен случившимся. Так что, Айден Бэй, если вы можете вмешаться в процесс, мы постараемся справиться как можно быстрее. Ты образованный, честный, беспристрастный и прямой человек. Но иногда ты используешь эти качества, чтобы давить людей, мучить их и унижать. Знаешь, в чем твоя проблема? Чтобы не страдать, ты себя обманываешь. Пик творчества Джейлана. Variety. Бессмертное творение. Нью-Йорк Таймс. Ты не увидела истинной сути человека, возвела его в статус Бога, а потом злишься, что он не Бог. Разве это справедливо?
Потрясающая картина. «Гардиан». Завораживающе. Прекрасная игра актеров. Может, потому что я старый или сумасшедший. Или же стал другим человеком. Думай, как хочешь. «Зимняя спячка». Фильм Нурии Бильги Джейлана. Мой милый, мой нежный, Сестра моя. мой прекрасный сад. Мы вышли в сон, чуть слышно трепетали последние листы на липовых ветвях, и вечер голубой исполнен печали, лениво догорал в задумчивых лучах. Я уважал и любил людей, а когда я встретил вас, вы... Я уже слышал об этом! Я же за все платила. Решительно за все. И так дорого. Я прошу покинуть сию же минуту мой дом! Я буду твоей женой. Я хочу ей быть. Никакой чехотки нет. Докторское шарлатанство. У меня тут есть заветные. Даже в жар! А его бросила. Я экзальтирован. Ты вновь предо мною. Я вновь пред тобою. Ну, устройте что-нибудь. Борис Алексеевич фон Дидериц, беллетрист. Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Наслаждение? А он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. А как она хороша, как хороша. А всю жизнь не видел женщины красивее. Как хорошо, как хорошо, как хорошо мне с тобой. Жить с вами, жить с нелюбимым человеком, любя другого, это ведь... А она? Она любит меня.
Отдайте мне ее. 150 тысяч. Молодой человек, умный, живет в глуши, без денег, без будущего. А тут любовь, ревность. Я люблю эту женщину и не мыслю своей дальнейшей жизни без нее. Как смеешь ты говорить отцу о своей связи с замужней женщиной? Вы хотели поиграть со мной, как с этим Борчуком, но я требую, чтобы вы обращались со мной, как с порядочным человеком. Для вас любовь на третьем плане, а для нас любовь – это жизнь. Для меня, например, было бы большим счастьем с вами всю ночь вот эти бумажки разбирать. Надо сказать, что я начинаю ненавидеть этого литератора. Она ему не пара. Вот вы какая. Вы лишаете меня женщины, которую я люблю больше жизни. Отдайте ее мне. Конечно, ты молода, красива, здорова. Жить хочешь. А я старик почти труп. Стреляй! Убей! Я все равно здесь не останусь. Господи, убили! Барыня, Боже, там барыня утопла, нашли! Ну каким надо быть тугим, диким животным, чтобы мстить женщине за то, что она уже не любит тебя, а? Если бы она мне сказала, что она не любит меня, а любит уже кого-то другого. Тело вашей жены, его так и не нашли. Моей жены? Но у меня нет жены. В половине 9 утра выехали из города. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти 13 лет представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками, и все до последней мелочи. Ну что, справлялись? Справлялся. Но со мной говорить не хотят. А вы дайте ему 3 рубля. Так я уже дал 2. А вы еще дайте. А вы слышали о новом налоге на бездетность? Посмотрите вы вокруг. Оглянитесь, что происходит. Ведь кругом кражи и взятки, лень и трусость. Купил себе депутатское кресло, наворовал, а теперь аферами промышляет. Я сняла 3 короткометражки, немного сама снималась, и мой брат владеет банком. Кем слово сказать, некого послушать, новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач. Хоботов. И что? Хам? Да, некультурный человек. Да, шизофреник пахнет. Это похоже на запах прогорклого масла и миндаля. Это Иван Дмитриевич Громов. Мания преследования. И мой предшественник, доктор Рагин, считал его пророком. Вся ваша больничная сволочь
в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас. Так почему же мы сидим, а вы нет? Он жаловался, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную беседу. А я занимался тайной продажей больничного спирта. Ну, завел себе гарем из медсестер и этих больных женщин. Я ему сказал, что он нездоров, что все это давно заметили. Мне нужно выйти. Я должен выйти, мне нужно. Он не имеет права. Отпусти, тебе говорят. Ты слышишь, тупая скотина? Отвори, а то я дверь выломаю. Ужасно хочется жить. Ужасно. Ой, думаю, старый хрен, умирать пора. А в душе какой-то голосочек. Не верь, не умрешь. Вот тут мне сказали, что главврач пошел в палату номер 6. Но если существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы, так я. Не я, так кто-нибудь третий. Above the world so high, like a diamond in the sky. Ты совсем обнаглела! Варя! Варька, быстро сюда! Варька! Ну что так застыла? Варя! Though I know not what you are, twinkle, twinkle,